Вахтшер Феранас Харлоусон сегодня торжественно открыли после долгожданного ремонта единственный в мире крымско-татарский театр. И это лишь эпизод масштабной работы по сохранению и развитию крымско-татарской культуры. О ее настоящем и будущем поговорим сегодня с нашими гостями, экспертами. У нас в студии Руслан Якубов, первый заместитель председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым. Селям алейкум. Селям алейкум. Зарема Белялова, директор Крымско-татарского государственного академического музыкально-драматического театра. Селям алейкум. Алейкум селям. Эльмира Налбантова, художественный руководитель ансамбля «Хайтарма», заслуженная артистка Украины и Крыма. Селям алейкум. Алейкум. София Еминова, директор Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия. Добрый вечер. Сагулна, что к нам приехали. Селям алейкум всем. Руслан Ришатович, начну с вас. Какие знаковые объекты историко-архитектурного и культурного наследия крымских татар и в целом других народов сейчас в Крыму реконструируют? Сейчас ведется достаточно много работы Министерством культуры по ремонту, реставрации, по восстановительным работам объектов культурного наследия. Остановлюсь на наиболее значимых. И начну, конечно, с Ханского дворца, где начаты и продолжаются работы по реставрации. На сегодняшний день уже там из 16 объектов комплекса уже завершены работы там, по 3 объектам. Общая сумма работ составляет около 2 миллиардов рублей. И окончание всех работ запланировано уже на конец 2023 года. То есть работы будут продолжаться и в 2022 году, и в 2023 году. Вы уже сказали, что сегодня состоялось торжественное открытие здания театра, об этом позже скажется, но это тоже один из самых важных объектов, которые были завершены работы вот в текущем году, недавно потрачено около 50 миллионов рублей. Могу привести пример реставрации здания Кинасы, здания 19 века, которое работы проводятся, большая часть уже работ завершена. Мы планируем уже к середине 2022 года, что работы будут полностью завершены. Это тоже около 80 миллионов. И при этом, что интересно, объекты продолжают работать, несмотря на реставрацию, реконструкцию. Это ведь сложно. Да, это все совмещается, делается поэтапно. И потом также поэтапно вводится в эксплуатацию, чтобы крымчане и гости Крыма могли увидеть и порадоваться всему богатству культуры. Эльмира Эдамовна, как вы считаете, не теряют ли свою аутентичность объекты культурного наследия после капитального ремонта? Мое мнение, конечно, мы должны идти в ногу со временем, это естественно. И, конечно же, должен происходить ремонт и реставрация зданий. Но мое мнение, мне кажется, что та оригинальность здания, то самое главное нашего народа, все-таки должно остаться изюминкой такой. Да, изюминкой, потому что когда это происходит ремонт, что-то обязательно, как в доме, что-то обязательно, самое главное у этого дома уходит. Поэтому для меня, я считаю, что к этому надо подойти аккуратно, с осторожностью, и, конечно, должны работать профессионалы. Сагуланас, София Лимановна, расскажите, когда у вас был капитальный ремонт в последнее время, и если не было, то планируется ли? Сагулан за вопрос, очень актуальный для Крымско-татарского музея. В этом году мы закончили реставрацию кровли музея «Дважды Героя Советского Союза» Амедхана Султана в городе Алупка. Это объект культурного наследия, и, соответственно, там кровля она покрыта была черепицей. Мы смогли сохранить ее первозданный вид. То есть спасибо, конечно, реставраторам, они сделали очень большую работу, очень аккуратно работали. И, как правильно было отмечено, музей не прекращал свою работу в это время, он продолжает принимать посетителей. То есть все необходимые на данный момент условия были выполнены, и сейчас музей выглядит замечательно. В прошлом году мы открыли очень хорошую обновленную экспозицию, постоянно действующую, и, соответственно, все, кто приходит в музей, могут получить полную информацию, насладиться, получить и эстетическое удовольствие, как внешним видом здания музея, так и получить, конечно, очень интересную информацию от внутреннего содержания. И мы в этом году, не могу не сказать, что начали двигаться в направлении, так сказать, обустройства, благоустройства нашего здания на Чехова, 17. На данный момент удалось снять просто аварийную ситуацию, проблему также решить с кровлей.
Я надеюсь, что это первый шаг, и дальше у нас будет больше и уверенней. И мы достигнем своей цели, конечно, будем идти вперед. Спасибо. Мы вернемся к нашему крымско-татарскому театру. Сегодня объект торжественно открыл глава Республики Крым Сергей Аксенов. Давайте посмотрим, послушаем. Работа коллектива и артистов, и технического персонала на самом деле. То есть вот с 89-го года вот люди говорят, некоторые здесь работают, ну, по сути, все традиции знают, то есть каждый квадратный сантиметр этого здания, ну и живут душой уже, душа, наверное, здесь живет на самом деле. Поэтому вот очень много было сделано для сохранения культуры, традиций крымско-татарского народа, в общем, крымской истории культуры. На мой взгляд, вот как раз Крымско-татарский театр преобразился. Ну вот, я здесь бывал неоднократно, могу сказать, земля и небо, вот на самом деле. Условия созданы и для тех, кто творит и вдохновение здесь получает, ну и для тех, кто будет приходить смотреть. Мне кажется, что все очень комфортно, очень достойно. Поэтому спасибо нашему президенту, нашему лидеру, спасибо коллективу, спасибо нашему муфтибею, спасибо огромное всем, кто поддерживает вот, на самом деле возрождение, сохранение традиций, культуры народов, проживающих на территории Крыма. Зарема Альнурна, у вас сегодня волнительный день. Что было самым трудным? Вот результат есть, вы большие молодцы, мы сегодня его видим все. Вы знаете, у творческих людей есть такое понятие сделать непривычное привычным, привычное сделать легким, а легкое сделать прекрасным. Вот уже год мы находились в капитальном ремонте. Конечно же, было трудно, что в первую очередь это действующее здание, и театр, коллектив театра ни одного дня не прекращал работать. И в ситуации с коронавирусом и с капремонтом нам было, конечно, вдвойне сложнее. Но мы мужественно это выдержали. Сейчас уже с улыбкой на лице артисты вспоминают, как они переезжали с этажа на этаж, с кабинета в кабинет, переносились вещи, декорации. Но все-таки и выполнили мы и госзадания, и в принципе все случилось. И вот Сергей Валерьевич очень правильно сказал, что нужно уметь сохранить какой-то колорит и душу, да, вот, потому что действительно с этим зданием у нас связано очень много, потому что я пришла в это здание так же, как и мои коллеги, в 1989 году, мне было всего лишь 19 лет, и в этом здании у нас прошло уже, можно сказать, большая часть нашей жизни. И, конечно же, мы переживали разные моменты. Да? Это здание было не приспособлено для театра. Это было, раньше оно, как мне помнится, называлось РДХТТ, то есть это был какой-то районный дом культуры. И, конечно же, построено оно было в 1932 году, а театру уже было передано в 1993 году. И вот с тех пор кропотливо и руководство театра старалось вдохнуть вот эту душу. Я думаю, в связи с этим последним капитальным ремонтом при поддержке и главы, и Министерства культуры мы вдохнули некий колорит и душу, потому что вот я согласна с коллегами, вот Эльмира Ханум сказала, что действительно нужно суметь сохранить колорит. То есть мы превратили его действительно в театральное здание с некими классическими традициями, но и вдохнули крымско-татарский колорит туда. Потому что гости, придя в это здание, первое, что их встретят, это некие керамогранитовые ковры, как будто бы с музея. Давайте вспомним еще раз, как все это было. Наши корреспонденты не раз в репортажах рассказывали о том, как поэтапно преображался Крымско-татарский театр. А напомнит нам Тарас Брезицкий. Алейкум селям, студия, добрый вечер. Действительно, масштабность работ здесь, точнее итог этих работ в Крымско-татарском театре впечатляет, и очень важный тезис относительно того, что работы здесь происходили поэтапно, они происходили без ущерба творческому и постановочному процессу. Сейчас мы находимся в музейном помещении, за моей спиной вот такой стенд, все работы, все экспонаты здесь новые, мы видим здесь афиши с изображением героев крымско-татарского народа Ахмед хана Султана,
Исмаила Бейгаспринского. Видим, что здесь еще одна пока свежая и чистая стена. Она лишь готовится стать стендом. Сегодня объект принимало руководство Министерства культуры, поставив ему свою хорошую оценку, поставив зачет. Здесь есть фотографии, еще больше таких фотографий в холле у входа, которые наглядно демонстрируют нам с вами, как здесь было, ну и, собственно, как стало. Вот такая сравнительная характеристика. В паре метров зрительный зал, где сейчас в настоящий момент репетирует коллектив. Труппа Крымско-татарского театра будет представлять его на праздновании Дней крымско-татарской культуры в Турции. Сейчас очень активно творческий коллектив готовится к этому ответственному старту. И, насколько мы знаем, насколько есть информация у нас, совсем скоро труппа театра, коллектив отправится в Турцию для того, чтобы нет никаких сомнений в том, чтобы с успехом представить его на, скажем так, выездной сцене. И сейчас рядом с нами находится Алиман Абдураманов, это инженер театра, коллектив театра технический, также вместе с компанией-подрядчиком участвовал здесь в выполнении работ. Мы уже сказали о том, что работы здесь происходили поэтапно, это очень интересный момент. Расскажите, пожалуйста, о том, селям алейкум, расскажите, пожалуйста, о том, как именно удалось избежать остановки творческого репетиционного процесса и завершить все вот так. Ну, это оказалось трудно сделать все. Конечно, тут большая заслуга нашего руководителя, инженерной службы, работников театра. Благодаря умелому руководству и координированию работ поэтапно делался ремонт. Значит, начали с 3-го этажа, освободили помещение, делался ремонт. Потом перешли на один из блоков 2-го этажа, тоже делали ремонт. И репетиции продолжались, артисты работали, даже давали представления в зале. Потом, значит, после ремонта 2-го этажа перешли на 1-й этаж, ну, последовательно перешли на технические этажи, это подвал, там, где у нас находится тепловой пункт и инженерная служба. Вот. Все работы, в принципе, произведены качественно, как вы видите, и самое главное, что это было сделано в срок. Вы увидели некоторые фотографии у нас, что в каком состоянии был театр, в каком состоянии он сейчас стал. Мы, конечно, ждем побольше гостей, чтобы все радовались вместе с нами новому, уже обновленному зданию, чтобы приезжали гости нам со всех регионов России, которые приезжают на отдых в Крым, чтобы приходили, смотрели представление нашего крымско-татарского театра. Он единственный в мире татарский театр такой вот. Просим всех в гости смотреть и пользоваться вместе с нами, радоваться новым спектаклям, новым представлениям. И ну, всего хорошего всем нам. Спасибо вам большое за этот ответ, и спасибо вам от лица нашей крымско-татарской аудитории, от представителей всего крымско-татарского народа, наверное, можем сказать спасибо вам, Саг ол Унес, за вашу работу. Собственно, эта же благодарность распространяется, наверное, и подрядчику. Еще стоит добавить, что Крымско-татарский театр – детище федеральной целевой программы. Работы здесь происходили на протяжении 1 года и 3 месяцев. Ну и давайте еще раз посмотрим, как здесь сейчас все шикарно выглядит. Зрители здесь действительно с нетерпением ждут вновь и ждут уже совсем скоро. Есть информация о том, что 16 декабря здесь будет поставлена на этой сцене испанская комедия Лопе де Вега, которая называется «Собака на сене». Сейчас она будет поставлена на русском языке, однако в будущем переведена еще и на язык крымско-татарский, и зрители тоже с удовольствием могут ее посмотреть. На этом у нас все. Студия. Спасибо вам, Саг ол Унес, передаем вам слово. Тарас, Саг ол Унес за информацию. Ну, действительно, масштабная работа. Вот всем гостям вопрос, вот насколько важно это для нашего народа крымско-татарского, реставрация и такое вот преображение единственного в мире, я напомню, крымско-татарского театра. Эльмира Хановна. Для меня крымско-татарский театр, вообще все, что связано с культурой крымско-татарского народа, это самое важное для нас, потому что от нас, от всех зависит, насколько люди станут еще больше ценить и уважать свою культуру. Потому что от каждого артиста, вот
отреставрировали Крымско-татарский театр. Человек зашел туда, зритель зашел, и он себя чувствует вот единым целым. Это очень важно для нас, для каждого. Поэтому я поздравляю Зарему Ханум с таким замечательным праздником. Это действительно праздник для нашего народа. И долгих лет процветания вашему театру, сил, энергии актерам и новых постановок. Мы действительно присоединяемся. Сағыныңыз. Сағыныңыз. София Ханым. Ну, конечно, мы от души все вот буквально очень рады за наш национальный театр. Крымско-татарский театр – это центр культуры, центр искусства, центр сохранения языка, традиций. И для нас, конечно, для всего народа он играет очень большое значение. И, как говорят, дорогой бриллиант требует дорогой оправы. Правильно? То есть, конечно, после такой реставрации, естественно, будет еще приятнее ходить в театр наш национальный. И мы, то есть и все зрители, конечно, и мы с удовольствием будем его посещать, продолжать посещать и получать наслаждение. И надеюсь, конечно, это будет еще больше стимулировать коллектив театра для того, чтобы они сделали все, чтобы сохранить наш язык, нашу культуру, наши традиции. Ну и расширяли, конечно, свою аудиторию, чтобы ни одного крымчанина не осталось, который бы не вошел в Крымско-татарский театр. Желаю вам от всей души. Наше поздравление вам. Сағыныңыз. Но сейчас такое время, и даже говоря о культуре, все равно мы помним о пандемии. Да? Вот, Руслан Шатович, как пандемия в целом скорректировала работу ваших подведов, которые занимаются непосредственно сохранением и развитием культуры? Ну, поскольку у нас ходят такие подведы, как Дом дружбы народов, как медиацентр имени Гаспринского, понятно, что в течение года планируется и проводится очень много мероприятий, связанных с национально-культурными автономиями, связанных с религиозными праздниками и днями культур народов Крыма. И нам пришлось ряд своих запланированных мероприятий проводить в ином формате. Который не требует для большого количества людей. Безусловно, самое первоочередное – это сохранение здоровья наших граждан, близких, родных. И вот недавно, как один из примеров, прошла конференция в КИПУ, посвященная 170-летию Исмаила Гаспринского, сохранению и развитию крымско-татарской филологии. Конечно, оно прошло в онлайн-формате, но, тем не менее, результат от замены формата, он не стал нисколько хуже. То есть все могли высказаться, внести предложения. По итогам был издан соответствующий сборник, и этот сборник уже будет распространяться всем заинтересованным лицам. Да, мы не смогли провести там Курбан-байрам, который также планировалось провести масштабно, но мы все знаем, был соответствующее и заявление Муфтибея, да, и который призвал всех мусульман Крыма избежать массового скопления людей. И, конечно, уже и власти Крыма скорректировали свои мероприятия, и мы там вынуждены были это в целях сохранения безопасности здоровья уже провести в ином формате. При планировании уже на 2022 год мы учитываем необходимость наличия ограничений уже от коронавирусной инфекции и меняем уже формат. Зарема Альнуровна, насколько вам помогают интернет-площадки? Вы знаете, дело в том, что, конечно же, мы живем в ногу со временем, и действительно сейчас интернет – это двигатель прогресса, это реклама, это возможность людей увидеть, сидя дома, допустим, какую-то информацию, но конечно же, театр страдает от этого, потому что все-таки это живое общение. Но и благодаря вам, телеканалу «Милет», и каким-то интернет-площадкам, по крайней мере, мы проводили и онлайн-показы. Это было в начале этого года, да, когда мы «Масаллар Алемазную» запустили проект. И это действительно очень хорошо как-то. И показы были, спектаклей. Но все-таки хотелось бы именно живое общение со зрителем. Я надеюсь, что в следующем году как-то мы более избежим эту проблему и, скорее всего, все наладится. София Ханым, онлайн-экскурсии. Насколько популярно это у вас в Крымско-татарском музее? Ну, онлайн-экскурсии для нас это тоже вынужденная мера.
Да, естественно, мы тоже, конечно, не можем не соблюдать все требования, которые у нас имеются. Естественно, безопасность граждан – это прежде всего. Но, тем не менее, музей, то есть, идет ногу со временем. И, естественно, онлайн-экскурсии, видеопрезентации, виртуальные выставки, мастер-классы даже вот в онлайн-режиме. Все это у нас практикуется. Особенно очень востребованно это проходило, к примеру, это когда был День музеев, Международный день музеев и профессиональный праздник, и вот Ночь искусств. То есть там отдельные программы разрабатывались, то есть и совместные мероприятия очень интересные. И, конечно, вот в эти дни мы так достаточно массово это все тиражировали, публиковали для того, чтобы все наши посетители, они не остались без внимания, почувствовали, что мы с ними, и мы, конечно же, не забываем их и стараемся делать все для того, чтобы они прикоснулись к тем истокам, к своим традициям, к своим корням. И, то есть, рассказывая о тех предметах, о выставках, которые находятся в музее, мы, конечно же, не забываем забывать свои корни. Я считаю, что это очень важно, и мы эту работу должны делать еще активнее. Скорее всего, реальность такова, что вот такой формат, он достаточно долго еще продержится, и, конечно, мы будем стараться. Но у нас, к сожалению, технические возможности ограничены, поэтому мы надеемся и на вашу помощь, Лилия Ханум, чтобы мы совместными усилиями, да, у нас был с вами очень хороший опыт, да, в прошлом году. Я надеюсь, что и в этом году, с Нового года, мы будем с вами осуществлять новые интересные проекты и тем самым просвещать, с удовольствием делиться своими сокровищами и просвещать Всегда наше поможем, население. окажем содействие, София Ханум. Эльмира Ханум, насколько изменилась жизнь вашего коллектива в связи с ограничительными мерами? Я думаю, что жизнь всех трех коллективов крымско-татарских, она очень изменилась. Потому что, во-первых, нет очень мало концертов, концертных программ. И как бы мы ни старались, как бы мы ни хотели, все равно ограничения вводятся. Это 50% зрителя, 75% зрителя. Гастроли, которые должны были пройти, они или заморозились, или они отодвинулись на неопределенный срок. Поэтому, конечно, для артистов это какой-то сбой идет, понимаете? И обязательно должен быть обмен энергетикой зрителя и артиста. Тогда каждый из них получает определенный заряд энергии, заряд бодрости. Каждый из них учится чему-то новому, познает что-то новое. Передать энергетику через интернет, наверное, очень это сложно. невозможно. Хотя мы тоже делаем и программы концертный интернет, и через интернет. И мы на всех интернет-платформах, то есть наши странички есть. Поэтому и связь вроде со зрителем не теряется. Но в то же время, конечно, хочется глаза в глаза посмотреть, достучаться до каждого. Это дорогого стоит для нас. Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире нашего телеканала подчеркнул, что все народы, которые проживают в Крыму, имеют право на свое развитие, культуру и традиции, сохранение этой культуры на передачу детям памяти. Все это будем поддерживать, ничего без внимания не останется. Конец цитаты. Руслан Решатович, вот медиацентр имени Гаспринского обеспечивает издание больше 10 национальных газет и журналов, насколько нам известно. Публикуются десятки книг. Вот насколько это востребовано сегодня? Вот печатное издание на родном языке. Это очень востребовано, и мы видим, медиацентр имени Гаспринского был и создан для того, чтобы поддерживать и развивать культуру народов Крыма, печатать издания на языках народов Крыма. И на сегодняшний день мы уже достигли 14 изданий, которые медиацентр, 14 издание это журнал «Мы», молодежный журнал, учрежденный медиацентром имени Гаспринского, Госкомнацем совместно с Крымским индустриально-педагогическим университетом, где начали печататься будущие талантливые наши молодежь, журналисты, будущие писатели, поэты. Кроме того, медиацентр выпустил за последние 6 лет более 190 рукописей. И говоря о развитии крымско-татарского языка и культуры, я могу сказать, что львиная доля, это 144 рукописи было издано именно крымско-татарских писателей. Мы выпускаем еженедельную газету «Ян и Дунья». Выходит у нас раз в 2 месяца журнал «Йылдыз», где мы публикуем как и уже наших мэтров, писателей, поэтов, так и молодых писателей.
Кроме того, издается такой журнал, как очень важный, я считаю, в развитии и сохранении языка, как «Анат или Оджалага». Это тоже работа уже больше педагогических, да, нашего состава, филологов, которые вот делают выдержки, и направляем мы их в национальные школы, в школы, где есть обучение на крымстарском языке. Все учителя могут подписаться, мы видим подписку. И эта работа, она на сегодняшний день дает свои результаты. И, пользуясь случаем, хочу сказать, востребована. она востребована и дает свои результаты. И вот сейчас, пользуясь случаем, хочу сказать, что уже медиацентром начался сбор заявок, предложений на издание рукописи в 2022 году. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте как медиацентра, так и Госкомнадза к требованиям этой рукописи. Но эту работу мы уже начали сейчас. То есть мы планируем и в 2022 году издать не менее 30 книг на языках народов Крыма. Все-таки, уважаемые гости, есть такой стереотип, что искусство, да, в таком глобальном смысле, театр, музей, все это интересно больше для старшего поколения, так как молодое поколение у нас в основном в интернете. Вот так ли это, вот как вы считаете, и как все-таки привлекать молодежь? Можно я дополню? Все издания периодические медиацентра мы выводим еще на интернет-площадке, то есть во всех соцсетях медиацентра и Госкомнадза есть та литература, которая издается. Да, ее нельзя будет размножить, но ознакомиться в удобное время, в удобном режиме ей возможно. Ну и там действительно, наверное, молодая именно аудитория. Ну, конечно, поэтому как мы вы проводим считаете? эту работу. Или все-таки молодежь тоже интересуется? Молодежь интересуется, конечно. Вы знаете, сейчас очень хороший повод и в театре, и в музей приходите. Вот то, что вышла Пушкинская карта. И вот лично мы, Крымско-татарский театр, я думаю, и музеи Да, и мы тоже, будут да. привлечены именно вот этим вот проектом «Пушкинская карта». Это когда каждый школьник может зарегистрироваться, получить эту карту, и государство оплачивает его поход в театр ли, в музей ли, на концерт ли. Это замечательный проект, на мой взгляд. И вот сейчас мы уже это все оформили и встали на эту тропу. Я думаю, что это прекрасная возможность популяризироваться среди молодежи. Анна, вот вы как считаете? Совершенно верно, конечно, Пушкинская карта – это очень актуальная вещь, очень хорошая программа. Но я считаю, что, как бы, в принципе, с одной стороны, конечно, молодежь однозначно сейчас больше старается получить информацию, да, из интернета, из различных источников, но та информация, которая дана в интернете, она, к сожалению, далеко не всегда адекватна. Поэтому те, которые стремятся действительно изучить вопрос, они будут стремиться к оригиналу, к первоисточнику, что называется. То есть, как бы они ни смотрели концерт ансамбля Хайтарма, естественно, и театр, вживую это совершенно другая реакция, другая эмоция. Точно так же это и посещение музея, и прикосновение, ну, то есть прикосновение к этим артефактам, к этим музейным источникам. То есть мы... Это ничто не заменит. Это никогда ничего не... Никакой интернет это не заменит, поверьте. Ну, мы, как бы, если относить себя уже к поколению, которое, да, долго работало без интернета и прожило, да, то и сравнивая то, что мы сейчас имеем, естественно, мы тоже все обращаемся, пользуемся, стараемся работать, но мы можем сравнить, то есть большой опыт есть. И поверьте, далеко еще немного, и далеко еще не настолько достаточно информации, которую реально можно получить вот совершенно, да, вообще. Да, поэтому все, в принципе, и ребята, которые действительно стремятся изучить вопрос, что называется, да, прикоснуться к искусству, они приходят, они интересуются, они задают вопросы, они пишут нам, обращаются и интересуют. Ну, то есть есть такая вот, скажем, да, такой слой, который вот в этом материале он постоянно находится, и мы с ними в контакте. Я надеюсь, что эта аудитория будет расширяться. Мирхан, вот все-таки цифровизация, это глобализация, она насколько отвлекает молодое поколение именно от национальной культуры? Отвлекает, вы знаете, даже на репетициях они ходят с телефонами, и как бы ты их не ругал, все равно с телефоном. Они каждый свой шаг, вот, ну это молодежь, они сейчас все в гаджетах, поэтому, ну... Но все равно, видите, интересуются. Интересуются, конечно, интересуются. И наши двери, я хочу сказать, что наши двери всегда открыты для молодого поколения. И
с любыми вопросами, с любыми интересными предложениями. Они все приходят, пожалуйста, мы и вместе и спорим иногда, и совещания проводим, и то есть приходим к единому мнению. Это здорово. Я очень люблю с ними общаться, мне интересно, потому что, ну, я считаю, что мы еще совершенно молодые Ну, и руководители. мы помним, что до пандемии ваши концерты собирают просто полный зал. То есть, естественно, это все востребовано и интересует. Будем надеяться на это. Знаете, есть некий прием, вот когда мы проводили Ночь искусств или культурная суббота, и стараемся пригласить и школьников, или старшеклассников. И знаете, что их цепляет, я бы так сказала, когда ты начинаешь проводить, это как в музее, да, экскурсию по зданию, вот, и показываешь, вот здесь вот кулуары, это закулисье, вот здесь артисты гримируются. То есть они понимают, как создается этот творческий продукт. И потом у них есть потребность прийти и посмотреть произведение искусства со сцены. Вы знаете, я считаю, что любой руководитель, я знаю София Ханум и Эльмира Ханум, в принципе, не ленятся и общаются. Вот наш момент, наш ключ – это общение, контактность. И зависит от нас тоже многое, конечно же. Мы спросили у симферопольцев, с чем у них ассоциируется крымско-татарская культура. Давайте послушаем. Крымско-татарская культура у меня в первую очередь ассоциируется с домашним бытом, с домашним уютом, с гостеприимством. И каждый раз, когда я прихожу в гости, например, к крымскому татарину, меня всегда с уютом встретят, чем-нибудь угостят обязательно, очень вкусным. Очень вкусная кухня, сытная. Ну вот, преимущественно мясной акцент. Мне это нравится. С моим детством, с Крымом, с соседями, которые были у моих бабушки и дедушки, крымские татары. Мы очень дружили. Да и, ну и сейчас у меня лучшие друзья крымские татары. Поэтому это то, что родное, то, что из детства, то, что непосредственная близость к нашей еврейской культуре. Это и быт, это и различные декоративные украшения. Я сама учусь на декоративно-прикладном искусстве, и мы изучаем и крымско-татарское искусство. Это очень такое красивое, очень изысканное. Это шитье, это керамика, это орнаменты. Я вообще занимаюсь реконструкцией костюмов и вышивкой. Вот хотела бы пойти к ним на курсы, поучиться вышивке конкретно. Восток, и все это, если песни, то очень мелодичные. Вот. Поэтому мне все это импонирует. Как и наша культура, так и их культура. У любого народа есть свои обычаи, свои праздники. Там, с удовольствием гуляем на Курбан-байраме, так что все нормально. Сабантуи устраивали, когда была возможность. Так что я к ним хорошо отношусь. Сразу Бахчисарай представляется. Вот Бахчисарай, вот это детство, когда ты вот в Хан-Сарай заходишь, вот эти все мечети, которые там есть, в целом вот это старый город, он вообще вот в первую очередь он ассоциируется. Вот такие комментарии. Зарема Ильнуровна, ну, наверное, у вас ассоциируется все равно с театром, ну, мне так кажется, крымско-татарская культура. И вот хотелось бы, знаете, что спросить, вот чем театр крымско-татарский отличается от театра, ну, кроме языка, безусловно? Чем отличается от других театров? Да. Которые у нас в Крыму или вообще? Да, вообще в целом. Вот какие отличия? Ну, конечно же, это синтез. Наш театр крымско-татарский – это синтез и хореографического искусства, и прикладного, да, и музыкального, и грамотная речь, да, крымско-татарская. И, конечно же, вы знаете, у театра большие возможности. Вот мы сейчас увидели ролик, да, с кухней, с гостеприимством. Наверное, у нас, как ни у кого, есть возможность показать в спектаклях вот эти вот сцены, бытовые вроде бы как, но несущие колорит культурного наследия. И отличаемся мы тем, что мы многогранный театр и работники, да, творческие люди, они очень многогранные. В принципе, так же, как и другие театры, мы можем и классику ставить, но у нас есть возможность творить
и создавать новые, как классиков наших крымско-татарских, и есть возможность еще через призму современности творить свою национальную культуру. На свет вышли уже и драматургия еще новая, да, это такие спектакли, как «Мирабетли КВ», «Амитхан Султан», это производство нашего театра, и Гаспринский Исмаил, да, на стыке веков. Я считаю, что у нас есть много преимуществ перед другими театрами. Может быть, не скромно, но это так. Ханым, вот чтобы глубже понять культуру крымско-татарского народа, вот с какими вашими экспозициями вы бы порекомендовали познакомиться? С каждой экспозицией. Ну, как бы, в принципе, вся деятельность нашего музея она направлена на то, чтобы всесторонне раскрыть и культуру нашего народа, культуру и историю, через культуру рассказать об истории в то же время, да. И то есть те выставки, которые мы делаем, они вот настолько вот разные, это связано с историей театра национального, да, с историей нашего музыкального, танцевального да, и песенного жанра. То есть все, что касается декоративно-прикладного искусства, все, что касается нашей археологии, то есть мы копаем сейчас уже глубже, да, вот у нас музей истории археологии, это средневековая история, очень интересная, богатейшие артефакты, уникальные. Каждый, казалось бы, отдельный там керамический кувшин или какая-то небольшая деталь, но она раскрывает действительно такой серьезный пласт истории, такие дают артефакты и, что называется, первоисточники, которые позволяют задуматься очень серьезно, насколько была богатая культура, какие были уже в то время, в Средневековье, интересные здесь люди, ученые какие. То есть мы также делаем выставки о наших ученых, да, тех, которые смогли достичь определенных высот в науке, в области науки, как раз в год науки и технологий. То есть сказать, вот какую из выставок я не могу выбрать. Естественно, я приглашаю на все выставки, тем более они регулярно меняются. То есть мы, кроме того, что стараемся охватить все, что мы имеем здесь в Крыму, мы сотрудничаем тесно с нашими коллегами крымскими, Ялтинский, Бахчисарайский музей, Центральный музей Тавриды, этнографический, со всеми практически. Кроме этого, мы сейчас вот очень хорошие налаженные дружеские отношения с Российским этнографическим музеем из Питера, из Санкт-Петербурга, где хранится более 2000 артефактов крымско-татарских, увезенных отсюда в начале 20 века. То есть это просто классика. То есть открываешь эти предметы и смотришь на эти вышивки, и просто ком к горлу подкатывает, насколько это была высокая культура, насколько это было высокое мастерство, профессионализм такого уровня. То есть естественно, люди, которые делали эти вещи, они действительно имели очень высокую, очень богатую культуру, богатое наследие, да, и вкладывали душу, конечно, да, то есть у них и корни, истоки были. И мы должны, конечно, глубже это все изучать, и для того, чтобы знать в первую очередь, для того, чтобы гордиться этим, и для того, чтобы делиться с окружающим нас миром. Эльмира Ханым, вот расскажите, пожалуйста, как в одно и то же время быть инородным коллективом, но при этом идти в ногу со временем? Такой серьезный вопрос. Народным коллективом и идти в ногу со временем. То есть вы сохраняете и традиции, но при этом и современное поколение, оно ценит до пандемии. Знаете, я сейчас полные залы. Да, я слушала сейчас и Зарему Ханум, и София Ханум, и вы когда задали вопрос, с чего начинается культура крымская, с чем ассоциируется крымско-татарская культура. Вот для меня крымско-татарская культура, сразу мне почему-то вспомнилась моя Хатиджи Бита. Вот как она читала, как она открывала Коран, 1783 года Коран, понимаете, и он до сих пор сохранился. То есть для меня это на сегодняшний день культура. Культура начинается с моего дома. С моих бабушек, дедушек, с моих родителей, как я сегодня прививаю своим детям культуру моего народа, да, крымско-татарского народа. И сегодня то есть эта культура создавалась много-много столетий через боль, стойкость, через терпение. Мы сейчас должны ее сохранить, мы ее сохраняем, но мы ее не должны испортить. Мы ее не должны сделать, я не могу найти такого,
Чтобы То есть- сохранилась эта уникальность, правильно? Да, Не потерять не уникальность. потерять. Не потерять. Чтобы сегодня мы шли в ногу со временем, да, мы должны сделать что-то современное. У нас все современные авторы, современные поэты, но в то же время мы должны оставить вот этот кладезь нашей культуры народной, фольклор, там, это наш фундамент, на этом строится все остальное. Сау у нас за комментарий, Эльмира Ханым. Наш корреспондент Фатиме Егяева находится в Судаке. Она готова познакомить нас поближе с ансамблем песни и танца «Мелевше». Фатиме, селям алейкум. Вам слово. Селям алейкум, здравствуйте. Ансамбли крымско-татарского танца существуют практически во всех уголках Крыма. Сотни воспитанников и выпускников таких коллективов популяризируют крымско-татарскую культуру в Крыму и за его пределами. Одним из таких ансамблей является гордость города Судак, образцовый ансамбль танца «Мелевше». Сегодня мы в гостях у этого ансамбля, и рядом со мной руководитель ансамбля Лютфия Ханум Чабанова. Селям алейкум. Алейкум селям. Лютфия Ханум, что можете сказать о сохранении крымско-татарской культуры у себя на родине в Крыму? Вы знаете, существование народа в целом органично связано с развитием культуры, потому что культура — это душа народа, это его глубина, это высота его духа. И поэтому развитие крымско-татарской культуры помогает нашему молодому поколению постичь, наверное, духовные истоки народа и сохранить этнокультурную память, обычаи, традиции, обряды. Это очень важно. Чохсау, и сегодня у нас на телеканале Милет эксклюзив, премьерный отрывок из танца, который ансамбль Мелевше подготовил для своих зрителей. Смотрим. Благодарим ансамбль Мелевше за такой замечательный подарок. У меня на этом все. Студия. Фатиме Саугул у нас за включение. Саугул у нас. Великий просветитель Исмаил Гаспринский говорил, цитата, «Нет надобности говорить о важности и значении общелитературного языка для развития книжного дела и роста читателя. Язык – основной элемент, главное орудие развития
народа». Конец цитаты. Вот в финале нашей программы хочу поговорить о сохранении крымско-татарского языка. Руслан Ришатович, вот как сегодня происходит популяризация изучения родного языка? Родной язык у нас сегодня преподается как и в школах, так и в высших учебных заведениях. Издаются, мы уже говорили сегодня, периодические издания. У нас действует театр, ансамбли, которые тоже являются частью развития и популяризации крымско-татарского языка. Мы сегодня не говорили, но важно отметить и работу телеканала «Милет» и радио «Витан Седасе», которые также носят в публичную плоскость крымско-татарский язык. И это общение, это речь каждый день на крымско-татарском языке, она, безусловно, является важным элементом сохранения и развития языка. Ну и хотел бы отдельно остановиться, несмотря на то, что вот все то богатство, которое у нас сегодня есть, и это все поддерживается государством. Люди должны тоже инициативу проявлять, и общественность наша очень активно должна быть в развитии крымско-татарского языка. То есть все условия для этого у нас сегодня созданы. Нету никаких препятствий там, в издании книги, либо там, в выходе какой-то передачи. Люди должны посещать как их выступления ансамбля «Хайтарма», ходить в театры, выписывать периодическую литературу, слушать радио «Витан», смотреть телеканал «Милет». И когда стоит выбор или приоритет, куда сходить или какое радио включить, конечно, должны мы отдавать приоритет крымско-татарскому, все, что выходит или выпускается, или издается на крымско-татарском языке. Это будет основой, потому что другого я сегодня не могу сказать. Многие семьи, к сожалению, молодые семьи утратили, нету носителей крымско-татарского языка. И сегодня, вот я уже повторюсь, школы, детские сады, ансамбли, музеи, театры, периодическое издание, это все должно способствовать как популяризации, так и сохранению нашего крымско-татарского языка. Уважаемые гости, уже подводя итоги нашей программы, мы понимаем, что у крымско-татарской культуры великое прошлое, настоящее, будущее. Вот каким вы видите будущее крымско-татарской культуры? Зарема Ильнуровна, давайте с вас начнем. Ну, если я дам полет в фантазии, так как я человек театральный, я думаю, что будет замечательное будущее, если мы действительно сохраним свои корни, передадим молодому поколению весь тот труд и опыт, когда все начинается с семьи. Когда семья приведет, мама с папой приведут ребенка в музей, и он прикоснется, он прикоснется вот к этому экспонату, да, он почувствует вот этот дух, быть может, он потом захочет прийти еще потом в театр, увидеть, с чем это связано, какую-то историю, связанную с этим Епышлыхушак или Фесом. Потом он захочет больше познать, и так появится вкус к крымско-татарскому языку. Да, немножечко хромает в этом отношении наш народ, но я думаю, что каждый должен начинать с себя. И тогда наше будущее будет замечательное, я в это верю и знаю, в нынешнем государстве, которое способствует всему. Другого пути у нас нет, должно быть все замечательно, и оно будет. Софья Ханна. Ну, конечно, мы оптимисты по жизни, естественно, мы уверены, что у крымско-татарской культуры очень большое будущее. И, в принципе, вот даже сегодня мы можем, наблюдая за тем, как развиваются наши мастера декоративно-прикладного искусства, насколько высокие планки поставили наши мастера изобразительного искусства, насколько у нас вообще гениальные артисты театра, да, замечательные вот исполнители Хайтарма и ансамбль Хрым. И, ну, конечно, наблюдая за тем, как они развиваются, то есть нет никаких сомнений то есть в том, что действительно у крымско-татарской культуры очень большое будущее. Я уверена, что благодаря вот таким темпам, а возможно, они дальше еще будут ускоряться, потому что ну, и жизнь так достаточно быстро сейчас развивается, еще больше людей смогут ближе соприкоснуться и почувствовать ее дух, ее вот оптимизм, да, ее ну, такой доброжелательность и ну, вот ту культуру, тот исток, тот секрет, да, за который порой хочется очень многое отдать.
Ну, я, конечно, надеюсь, что будущее крымско-татарской культуры также связано и с Крымско-татарским музеем культурно-исторического наследия, потому что, еще раз повторяю, да, что музеи — это хранители тех первоисточников, артефактов, к которым мы обязаны обращаться для того, чтобы не оторваться. Это как бы наши корни, наши истоки, за которые мы должны держаться крепче. И понятно, что Бахчисарайский наш дворец, слава богу, есть шикарные коллекции в Ялте, хранится, да, в Ялтинском музее. И другие, они вот позволяют это сделать. Нам, главное, нужно открыться и сделать свой первый шаг. Всем нам, абсолютно. Я даже из себя имею в виду, что нам надо вот активнее идти навстречу. И однозначно, что Крым, конечно, он просто... И лицо культуры Крыма также вот будет преображаться. Оно будет еще интереснее, еще насыщеннее, калорийнее. И крымско-татарский, конечно, компонент в этом будет очень ярким, да, и заметным. Эльмира Ханым. Есть хороший афоризм: без культуры нет нации. И от каждого из нас зависит развитие нашей национальной культуры. И, конечно же, с помощью государства, с помощью республиканских властей, с помощью Министерства культуры, вообще с помощью всех вышестоящих организаций и нас самих, самое главное, конечно, будет развитие, и думаю, что впереди нас ждет очень хорошее будущее. Руслан Ришадович. Надеемся на это. И, безусловно, если у нас нет другого пути, тот даже негативный, да, этап в истории жизни, когда наши бабушки, дедушки, несмотря на тяжелый период депортации, смогли сохранить язык, культуру, передать нам. Мы сегодня, живя и работая у себя на родине в Крыму, и если мы это не только не сохраним и не передадим нашему будущему поколению, детям и внукам, мы обязаны это сделать, и мы это сделаем все вместе, вот, работники культуры, и управленческие кадры, и я думаю, только нас ждет хорошее будущее. Спасибо, уважаемые гости, за эфир. Чохсалунс Кельгенсычу. В следующую среду смотрите главное интервью с Владимиром Константиновым. Спасибо, что были с нами. Базалиоланас.